Коллеги, сегодня я хочу представить опыт работы нашей творческой команды по реализации программы «Теремок». Программа реализуется в двух группах. В группе раннего возраста от 1,5 до 2 лет и с 2 до 3 лет. Наш педагогический коллектив на протяжении этого времени продолжал создавать образовательную среду, в которой комфортно малышам каждый день пребывания наполнен интересными впечатлениями и открытиями мира, самого себя, другого человека, общение со взрослыми и сверстниками. Мы знакомимся с материалами блиц-семинаров для участников инновационной деятельности, внимательно следим за деятельностью наших коллег в общедоступной группе на Фейсбуке, восхищаемся их профессионализмом и берем некоторые идеи для себя. Анализируем свою деятельность, думаем, размышляем, решаем проблемы, строим планы, создаем пособия и вместе с ребенком открываем мир, наполненный красками и звуками, и ощущениями, удивляемся и восхищаемся. Мы создаем условия для художественного экспериментирования наших малышей. Художественное творчество – это игра с яркими красками, формой и разными материалами, возможность наладить доверительные отношения с ребенком, сделать ситуацию общения легкой и непринужденной. И к тому же художественное творчество позволяет облегчить период адаптации детей, снять тревоги и напряжение. Для художественного экспериментирования мы открыли для себя много новых интересных материалов, сочетание которых позволило создать необычные творческие работы. В этом году для нас открытия были это осенние листья, которые замечательно подходят для творческих работ с детьми раннего возраста. Осень в нашем городе быстротечна, дождливо, ветрено, но она успевает порадовать нас удивительными сочетаниями красок. Воспитатели, родители вместе с малышами собрали листья на прогулке, помыли, просушили, и у нас получился очень интересный материал для творческого экспериментирования. В емкость насыпали ворох листьев и предлагали малышам потрогать, пошуршать, помять, почувствовать их аромат. И вот у нас уже готовы хрустящие краски. Воспитатели создавали игровые ситуации, предлагали нарядить дерево листочками, нарисовать осенний лес, спрятать животных в листве. Чтобы крошка хорошо держалась на листе бумаги, мы использовали скотч. На всей поверхности листа прикрепляли скотч, клеящийся стороной вверх. Такой способ позволяет не привязываться к одному месту на рисунке и расширить пространство листа бумаги для творчества и действий юных художников. Использовали мы целые осенние листья. Создавали из них осенний ковер, украшали зонтик для осени, дорожку укладывали для лесных зверят, оставляли отпечатки листьев на бумаге. Мы решили сохранить осенние листья и заламинировали их. Теперь наши дети могут рассматривать форму листьев, цвет, величину, не боясь, что хрупкие листочки начнут осыпаться в руках. Создают мы разные художественные образы. Это и грибочки, и цветы, и солнышко, и домики. А сейчас я предлагаю посмотреть небольшую нашу зарисовку, когда мы играли с осенними листочками. Посмотреть, как наши малыши очень увлечены этим делом.
вот у нас осенняя картина и вышла. Можно рисовать на листе бумаги, а можно использовать пищевую пленку, прозрачную и гладкую. Воспитатели переворачивали стол, обматывали ножки пищевой пленкой, предоставляли детям пальчиковые краски, которые хорошо держатся на скользкой поверхности, и предлагали нарисовать кто что захочет. Работы получались интересные, яркие и необычные. А еще мы решили создавать игровые сюжеты. На пленке с обратной стороны пленки размещали картинки, объединенные определенным сюжетом. Рассказывали детям истории о грибном дождике, который должен полить все грибочки, чтобы они выросли крепкими и солнечными, о солнечных зайчиках, которые спустились поиграть на полянке, о медведе, который пришел за ягодами, о мягком и пушистом снеге, который укрыл все деревья и тропинки, о рыбках, живущих в аквариуме. Затем с помощью красок предлагали или помочь персонажам истории, или дополнить их образ. Цвета красок мы подбирали такие, чтобы при смешивании получалось гармоничное сочетание, а не грязное пятно. Это белый или синий, красный и желтый, синий-зеленый и такое подобное сочетание цветов. Предлагаю вашему вниманию посмотреть небольшой ролик рисования на пленке. Из этого сюжета видно, что малыши с интересом наблюдали за работой своих сверстников, высказывали свое мнение, помогали друг другу. Такие художественные игры создают положительные эмоции, развивают интерес к сотворчеству воспитателя с детьми, дают возможность экспериментировать с сочетанием цветов, с мазками, необычным материалом и пространством. Воспитатели создавали с детьми совместные композиции из ярких мазков, форм, линий, штрихов, помогали узнавать в этих причудливых соединениях знакомые образы, дорисовывали необходимые элементы, вырезали готовые детские изображения по контуру или накладывали на рисунок бумажную рамку в технике паспорту, чтобы получился знакомый предмет. Дети знакомились и рисовали разными художественными инструментами. Художественная кисть, малярная кисть, бытовые губки, ватные палочки, пузырчатая пленка и многое другое. Каждый из этих художественных инструментов в процессе деятельности открывал детям свои секреты. Кисточка разной ширины оставляет разные следы на листе бумаги. Губка вбирает в себя много краски и воды. А ватная палочка оставляет аккуратные точки, тоненькие линии. Можно раскрасить пузырчатую пленку и сделать интересный отпечаток и многое-многое другое.
Использовали арт-методику «Веселые мукосольки» Ирины Александровны Лыковой. Продолжали знакомить детей с соленым тестом, экспериментировали с ним, отщипывали, раскатывали, составляли отпечатки на тесте своих ладоней, разных предметов, составляли узор из природного материала, раскрашивали. Из соленого теста у нас появлялись веселый колобок с глазками из гвоздики, игрушки для новогодней елочки, печенье, мороженое, конфеты для кукол, нарядные рыбки и многое-многое другое. Педагоги периодически организовывают снежную песочницу для игр в группе. Играя со снегом, дети знакомятся с его свойствами. Холодный, быстро тает в руках, рыхлый, можно прятать игрушки, лепить фигуры из него. Снег белый, похож на чистый лист бумаги. А почему его не раскрасить и не оставить яркие кляксы, линии, понаблюдать, как краска распределяется по всей поверхности, оставляя броски в снегу? Можно слепить снежные шарики или сделать фигурку с помощью формочки и раскрасить. Предлагаю посмотреть, как мы играли со снегом и что у нас из этого получилось. Создавали цветную воду, знакомились с красками, учили правильно пользоваться кисточкой, закрепляли знания о цветах. Для этого расставили стакановый ряд на столе, взяли краски основных цветов, обмакнули кисточку в одну из красок, окунули в прозрачную воду, и произошло волшебство. Вода стала цветной. Дети выбирали понравившуюся краску и разводили ее в воде. Делали ледяные краски. Малыши развели понравившуюся краску в воде, разлили цветную форму, формочки, положили в них палочки, и взрослые вынесли заготовки на мороз. Через полчаса краски были готовы. Дети рассмотрели их, потрогали, почувствовали, что они холодные, гладкие, тают, а воспитатель предложил выбрать краски и приступить к рисованию. Малыши с увлечением следили, как ледяные краски оставляют следы, делают дорожки, цветочные поляны и голубое небо. Такие игры формируют представление о свойствах красок, о свойствах льда, развивают мелкую моторику и поддерживают интерес к изобразительной деятельности у детей. Мы продолжаем играть с детьми в паутинку. Она может быть маленькая, располагаться в специальном контейнере, может расположиться на ширме или по всей площади группы. Хитрый паучок всегда задумает интересные задания для наших малышей. То игрушки завернет в фольгу, то в бумагу, то на прищепках развесит по всей паутинке картинки или маленькие игрушки. В этом году мы решили использовать в качестве паутинки не только швейную резинку, но и скотч. На клеевую сторону скотча можно прикрепить небольшие предметы и создавать игровые ситуации для малышей. Допустим, украсть паутинку листочками, цветочками, угостить паучка конфетами. Эта игра формирует не только умение ориентироваться в пространстве, развивает крупную и мелкую моторику рук, но и учит взаимодействовать со сверстниками, поддерживать детскую инициативу в игре, развивать познавательный интерес ребенка, знакомиться со свойствами материалов бумаги, фольги и закреплять цвета. Предлагаю небольшой видеосюжет игры с паутинкой. Мы украшаем паутинку для паучка.
Малыши украшали паутинку шариками из сухого бассейна. Они легкие и хорошо прикрепляются к скотчу. Каждый выбирал тот цвет, который ему больше нравится. Дети помогали друг другу прикреплять шарики и искали необходимый цвет. Вариантов можно придумать очень много. Паутинку можно натянуть и на разноцветных обручах и украсить шариками определенными цвета, а может быть выложить какой-нибудь узор. Появились в нашей группе игры и с мягкими пушистыми помпонами разных цветов. Помпоны помогли приобрести или сделать наши родители наших малышей. Эти игры позволяют формировать у детей представление о цвете, о количестве, развивать мелкую моторику, обучать простым предметным игровым действиям. Для игры придумали следующие игровые ситуации. Укрась елочку, чашку, сделай мороженое, построй дорожку из помпонов определенного цвета и многое другое. Выкладывать помпоны можно с помощью руки, ложки, пинцета или прищепки. А сейчас предлагаем тоже небольшой видеосюжет. Экспериментировать с цветом, формой, пространством нам помогают лотки для хранения яиц. Лотки мы обработали, просушили, покрасили акриловой краской основные цвета. Лотками придали разные формы. Это треугольник, прямоугольник и квадрат. Из них можно создать образ елочки, нарядить ее, положить в ячейки разноцветные шарики, помпончики, шишки. Можно сделать домик и поселить в него предметы определенного цвета или формы, а можно просто украсить дом. Вариантов очень много. А некоторые из них нам подсказывают наши дети. Предлагаю вашему вниманию тоже небольшую видеозарисовку. Ну и прокомментирую сюжет. Малышам было предложено поселить матрешек в домике и посадить елочки, сделать парк. На видео видно, как наши малыши договариваются, кого куда разместить, взаимодействуют друг с другом, наблюдают друг за другом и принимают свои решения. Все наши идеи мы берем из книг авторского коллектива программы «Теремок». Планов и задумок у нас очень много.